Искренние и неподдельные эмоции детей подтверждают, праздник, устроенный ОМОН «Беркут-Юг», удался. С интересом они рассматривают большие полицейские КАМАЗы, патрульную технику, а также вот эту машину «Тигр». Водительский мостик başladı. Но самое интересное ожидало детей впереди. Колонной, пройдя несколько метров вдоль вертолетной площадки, перед ребятами предстает зрелище действительно захватывающее, а именно штурм здания, где, по легенде, укрываются преступники. Бойцы СОБРа и РЗИ совместно с ОМОН оцепляют, блокируют и обезвреживают дом. Юные зрители, наблюдая эту картину не в кино, а в реальности, приходят в восторг. Сперва до булочка, гранаты шагус. Когда начали стрелять, когда взорвались, да, когда он выпрыгнул. Далее детям показали уголок боевой славы отряда ОМОН «Беркут-Юг». День открытых дверей организован ОМОН «Беркут-Юг» управления Росгвардии по Ингушетии к Международному дню защиты детей. В основном здесь дети погибших участников специальной военной операции. Чтобы они почувствовали, посмотрели сами, воочию увидели, чем мы занимаемся и чем мы питаемся и какие задачи мы выполняем. Цель у нас показать детям праздник, для них устроить и, соответственно, воспитать в них патриотические чувства. Также присутствуют и активисты движения первых. Основная цель – подарить праздник детям, оказать им внимание и популяризировать службу в войсках Национальной гвардии. В рамках этого мероприятия сотрудники и военнослужащие Росгвардии при взаимодействии с детьми объясняют им на простых примерах то, что защита детей – это не во всех случаях прямая физическая защита. Иногда это обучение детей, иногда это возможность продемонстрировать им что-то новое, показать им примеры, положительные примеры службы и, возможно, даже заинтересовать их, а впоследствии и помочь им в обучении в ведомственных вузах, благодаря которым они смогут в дальнейшем присоединиться в ряды Росгвардии. Завершает сегодняшний день открытых дверей уже по традиции вкусный обед. Полевая кухня – важнейший атрибут военных. Легко транспортируется, малозатратная, своего рода перевозимый прицеп, с помощью которого можно накормить и напоить до 1200 солдат. Адам Мережков, Султан Магушков, Магаз 24.